Каждому ребенку, родившемуся в этом большом мире, жизнь видится в своих красках. И наша задача, чтобы никто из этих маленьких человечков не усвоил его в черных и серых тонах. Детство должно быть светлым, ярким и радужным, вопреки всем обстоятельствам. В 1959 году в городе Назрани была основана школа-интернат, преследуя самую важную миссию – подарить детям, оставшимся без опеки или трудновоспитуемым, детство. С 1959 года по настоящее время интернат является большим родным домом для многих учащихся. Вот на сегодняшний день в интернате обучаются 257 учащихся. Из них 98 человек – это дети полусироты, 13 человек – дети, лишенные родительского попечения. А остальные дети – это дети из трудных семей, социальные, то есть дети, которые нуждаются в социальной защите. В течение долгих лет своего существования школа служила и служит родным домом большому количеству детей. Для полноценного развития в этой школе есть все. Оборудованный по современным технологиям спортивный зал, светлая столовая и вкусная еда, кабинет изобразительного искусства, медицинский кабинет. Вот, Саня, месяц ходил? Что-нибудь пил? Лекарства пил? Только не вытаскиваем. Хорошо? Давай я тебе ухо посмотришь. Давай. Давай широко. Давай. Язык отпусти. У детей большие просторные спальни. И как все, эти дети с утра спешат на уроки. Но самое главное, здесь очень чуткие и добрые воспитатели. Кого скрывают сизые курганы? Свидетели обугленных полей, о чем не рассказали капитаны военно затонувших кораблей. Тревожно сердце начинает биться, как будто это по моей вине. Еще не все дописаны страницы той красозвездной книги о войне. А подвига еще не все мы знаем, еще не вся победа нам видна. Ищите замурованное знамя, святые находите имена. Многие работают в интернате уже давно. Тамара Абдурахмановна Бузуртанова, Дога Умаровна Мархиева, Лейла Заудиновна Майсигова – это люди, ставшие здесь многим детям вторыми мамами. Их добрые сердца и сейчас освещают пути детишек, которые по разным обстоятельствам оказываются в стенах интерната. Воспитатель Кукурхоев Бекхан Белакиевич работает здесь с 1967 года. Он посвятил свою жизнь этим детям, подарив им годы любви, став для них примером и родным человеком. Многие ребята, окончив школу-интернат, отучившись в университете, возвращаются сюда. Хади Тариева – учитель химии и биологии, а когда-то она сама сидела за этими партами. Сейчас школа-интернат воспитывает 257 детей, дарит им тепло, уют и делает все, чтобы когда-нибудь в будущем они могли рассказать своим детям о своем счастливом детстве.